Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, чего он боится больше всего на свете. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, обратитесь к нему, представьте его и спросите, чего ты боишься больше всего на свете. И давайте посмотрим, что мужчина нам покажет, что расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, повешенный вышел. Ну надо же. О, Боже мой. Так. Мои хорошие, напоминаю, что отсыпочка у нас общая. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, видите, ручки, голова. И вот он вверх ногами висит, за ногу привязанный. Вот четко показали, за ногу привязанный. Повешенный. Мужчина, которого вы сейчас загадали, больше всего на свете боится попасть в такую ситуацию, когда он потеряет свободу, когда он будет как недееспособен, потеряет здоровье, потеряет свободу, у него не будет возможности, да, ничего сделать. Почему он этого боится? Он не настолько сильно любит себя, чтобы за это все переживать. Он этого боится, потому что есть вы в его жизни. Вы, понимаете, женщина, дама его сердца. Ему страшно, что вы увидите его несостоятельным, да, вот, недееспособным. И он очень боится, что вы от него откажетесь. То есть скажете: зачем ты мне такой нужен, повешенный, да, ты ничего не можешь, ты там парализованный, у тебя нет здоровья, у тебя там нет денег, да, ты вообще никто, и звать тебя никак. Вот этого он очень сильно боится. Видите, здесь этот знак бесконечности, восьмерочку. Мужчина решил всю свою жизнь без остатка посвятить вам. То есть это его намерение, это его решение, это желание его сердца. Всю жизнь посвятить вам. И для вас он хочет жить, для вас он хочет там, не знаю, работать, зарабатывать, быть сильным, красивым, сексуальным, там, выносливым. Подарить вам всего себя и вам служить. Вот этого он хочет. Он на это решился. Это желание живет в его сердце. И он это реализует. И, конечно, для него страшно стать недееспособным. Страшно потерять свободу. Ну, потому что сразу автоматически, да, потерять свободу либо стать недееспособным равно потерять вас. Не то чтобы он плохо о вас думает, просто он сам себе не разрешит быть с вами, если у него там не будет денег, если не будет у него здоровья. Да, он не позволит вам там идти вкалывать, чтобы его содержать. Он не позволит вам за ним там больным эти утки выносить. Хотя, может быть, вы совсем не против будете. Вот он вам не позволит. С одной стороны, хочется очень похвалить этого мужчину. Да, только сильный духом мужчина способен на такие вот решения, на такие вот невероятные мысли по отношению к женщине. Да. Здесь явно он вас и любит, и уважает, еще очень сильно ценит. Но с другой стороны, все-таки отношения — это работа. И работа на двоих, да, это партнерская работа. Вот. Немножечко он тут, ну, как загибает, да, больше перетягивает на себя. Я вижу, что вы женщина вполне себе осознанная. И женщина, которая никого и никогда, там, ни человека, ни животного не бросит в беде. Может быть, вы ему об этом говорили, может быть, накануне у вас такой разговорчик состоялся. Вы такая ему говорите: не могу мимо пройти, если кому-то нужна помощь. Не могу, вот сердце разрывается, если там сидит голодный котенок и мяукает.
Вот, может быть, разговорчик был, да, и он так впечатлился этим разговором, и говорит, я не хочу, чтобы она свои лучшие годы тратила на меня там больного, либо если вдруг там, как говорят, не зарекайся от сумы и тюрьмы, что-то со мной случится, я не хочу быть для нее обузой. Вот какой у него страх, девочки, быть для вас обузой. Ну и похвально, и сомнительно. Вот на мой вкус, на мой взгляд, как-то так, знаете, двоякая ситуация. Может быть, вы по-другому к этому относитесь. Поделитесь в комментариях, как вам нравится такой подход мужчины, либо такое решение, да, которое он принял, что обузой я не буду. Ну, либо вы не согласны с этим, как я, например, да, не можете до конца с этим согласиться. Так, еще по поводу его страхов. Ну, самый главный страх, да, это вас потерять, быть для вас обузой. Есть еще один страх. Страх, что у него чего-то не получится в отношении вас. То есть не сможет вас добиться. Вы же все разные и загадали на разных мужчин. Там, не смогу ее добиться, не смогу ее там, уговорить стать моей женой. Не смогу ее рядом с собой удержать. Ну, в плане быть для нее там, интересным, достойным, равным. Да, может быть, она на какого-то другого мужчину переключится и от меня уйдет. Ведь есть мужчины, которые там и красивее, и здоровее, и сильнее, и зарабатывают больше. То есть, знаете, это не ревность, а именно страх того, что я не соответствую ее высоким требованиям. Кстати, он не очень как разбирается, либо знает о ваших требованиях, да, насколько вы там планочку задираете. Вот ему кажется, что вы прекрасные, у вас нет изъяна. И, соответственно, рядом с вами должен быть такой же мужчина, прекрасный и без изъяна. Себя-то он знает, и знает свои слабые стороны. Они есть у него. Он, конечно, с ними борется. Он занимается собой, он себя развивает. Он работает над своим характером, над своими повадками, над своим поведением. Ну, понятно, что не все получается, либо не все получается сразу. Есть вещи, из-за которых он комплексует. Вот в прямом смысле слова. Комплексы у него есть. Он их прорабатывает. Я, кстати, не удивлюсь, если этот мужчина занимается с коучем личностного роста, либо даже с психологом. Он может заниматься как и открыто, так и скрыто, да, чтобы никто не узнал. Очень, кстати, похоже, что он там психологией увлекается, что он часто там всякие там видео мониторит о своих проблемах, о своих психологических зажимах. Есть такое. Он работает над собой. Он, кстати, молодец. И стремится он к абсолютному успеху. Вот насколько мне сил хватит, да, вот буду идти напролом. Сильный характер, сильная личность. Здесь мужчина очень много восьмерок показал. Здесь восьмерка, здесь восьмерка. Он видит свою жизнь и судьбу только лишь с вами. И только вы ему нужны. И неважно, вы только вот вчера познакомились, либо вы уже вместе там, на протяжении 20 лет. Только вы и только с вами он видит свое будущее. И, как я уже сказала, да, если вас в жизни не будет, в его жизни, по любой причине, то жизнь ему будет и не мила, и не нужна. То есть такой, знаете, радикальный достаточно мужчина. Очень радикальный. Да, в себе он уверен по поводу чувств к вам, а в ваших чувствах он не уверен до конца. Есть какие-то моменты, которые заставляют его как-то смущаться, сомневаться. Но смотрите, вы очень независимая, очень самостоятельная. Вы, возможно, по жизни привыкли, да, все делать сама, все решать сама. Вот. Его это немножко пугает. Ему бы хотелось вот все для вас делать, да, чтобы вы такая сидели императрица на троне, а он бы, как этот служка, был рядом с вами, там, и веером помахал, и там вкусный коктейль принес, и массаж стопы сделал. Вот хочется ему ухаживать за вами и прям полностью себя посвятить вам. И еще один момент, который тоже относится к страхам, но этот мужчина очень часто его испытывает. Даже не страх, а скорее состояние паники, истерики. Когда он, например, пытается с вами связаться, а вы не подходите к телефону. Либо когда он вам пишет смс-ки, а вы долго не отвечаете. У него просто вот агония происходит, истерика, паника. Куда бежать, где ее искать, с ней что-то случилось, с ней что-то произошло.
она не может там ответить мне, значит, ей стало плохо, да, вот что-то страшное случилось, ее украли, ее похитили, там инопланетяне прилетели, забрали. Он просто нервничает, краснеет, бледнеет, и руки у него начинают трястись. Как только ответик от вас пришел, либо вы его набрали, все, он успокаивается, от сердца у него там отошло, отлегло, но стресс у него постоянно идет, когда вы вовремя не отвечаете на его звонки, либо не отвечаете на его смски. Ну, если честно, это какое-то, ну, правда, психическое расстройство, очень похоже. Вам бы с ним на эту тему поговорить, ну, либо как-то его успокоить, может быть, почаще заглядывать в телефон, да, отвечать сразу на его смс, либо сразу подходить к телефону, когда он пытается с вами связаться. Но это в ваших руках. Да, вы должны об этом знать. Он вам об этом не говорит, но те, кто с ним рядом, они видели, что с ним происходит в такие моменты. Как страх его сковывает, как он начинает вот просто вот метаться из стороны в сторону, вот куда мне бежать, где ее искать, с ней что-то случилось. Вот это есть. Как панические какие-то атаки у него, что ли, происходят. Да, что-то не так. Что-то не так, и это обязательно нужно лечить, либо какое-то успокоительное ему попринимать. Здесь он именно переживает, что с вами что-то случилось. Вот вы не подходите к телефону, с ней что-то случилось. Ей стало плохо, она потеряла сознание, там кто-то на нее напал, да, что-то вот произошло страшное. Он очень за вас переживает, очень-очень. И ему прям хочется всегда вот 24/7 находиться рядом с вами. Не для того, чтобы вас контролировать, а для того, чтобы вас защищать и оберегать. Вот, кстати, вам задание домашнее, да, с мужчиной эту тему проговорить и, может быть, действительно обратиться к специалисту, чтобы ему какое-то успокоительное выписали, чтобы он так сильно очень не нервничал по поводу вас. Он так любит вас, любит, обожает и видит свою жизнь, свое будущее только лишь с вами. Вы самое любимое и самое ценное, что есть в его жизни. Вот так, мои хорошие. На этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.